да и мягко силар домов лай, ла-ла. Некоторые фантазеры из числа ингушей продолжают сочинять себе историю, выдумывая героев, при этом их не смущает то, что героев, про которых они говорят, нет никаких следов в истории, на что мы могли бы ссылаться, кроме как нелепые и не подкрепленные никакими доказательствами тексты от людей, не вызывающих к себе доверия. Один из вымышленных героев сказочниками, славный полководец Баркин, руководивший отрядом ингушей против Тимура Хромова. Считается, что от Баркина произошел тейп Баркинхоевых. Для начала предоставим вам скриншот, где сочинили про славного полководца Баркина, а потом мы покажем вам материал, где говорится о истинном происхождении того самого Баркина. Итак, смотрим внимательно. О том, откуда в 1395 году взялись ингуши, мы говорить не будем. Этнографическое обозрение, издание этнографического отдела, Москва, 1901 год, сообщается, что Баркин был из кумыков, когда он еще жил на родине с кумыками. Ему дали знать, что одна княжна назначила одному князю ночное свидание за аулом, куда она должна была прийти со своей рабыней, чтобы бежать затем с князем. Баркин раньше времени, назначенного князем для свидания, отправился на назначенное место и послал от имени князя человека сказать княжне, что он, князь, давно уже стоит на месте и ожидает ее. Княжна тотчас же с рабыней и своими вещами отправилась на место, где должен был стоять князь. Но на том месте, конечно, она нашла не князя, а Баркина. Последний схватил ее с рабыней и ускакал верхом на лошади, но, находясь под постоянным страхом ожидавшей его мести со стороны оскорбленного им князя, он не имел покоя на родине и пошел с своей женой странствовать по свету, ища, где бы можно было ему спокойно прожить, и пришел он в Галгайче. Галгайцам